Добрый день, уважаемые члены жюри. Я ученица 9 Б класса Бабошина Ангелина. Моя тема называется «Мониторинг физического развития учащихся МОБУ СОЖ номер 13 города Якутска». Актуальность темы заключается в том, что в детском возрасте не понимаешь важности своего здоровья, его сохранения и укрепления. ЗОЖ способствует повышению уровня физической подготовленности школьников. Цель работы заключается в проведении мониторинга физического развития учащихся СОЖ номер 13 города Якутска. Задачи – научиться оценивать показатели физического развития с помощью измерений и расчетных формул. На основе полученных результатов сделать выводы и разработать рекомендации для учащихся. Объект исследования – это показатели физического развития учащихся. Что же такое развитие? Под развитием организма понимают три основных процесса – рост, дифференцирование органов тканей и формообразование. Организм подростков различается от организма взрослого человека тем, что он недостаточно развит. Особенности организма подростка заключаются в ускоренном росте. Сердечно-сосудистая система подростков работает в усиленном темпе. Нервная система у них очень чувствительная. Всего было взято 120 замеров среди учащихся 8, 9, 11 классов. Замеры брали в медицинском кабинете нашей школы. Данные занесли в таблицу. Далее рассчитали вес, ростовой показатель и индекс гармоничности морфологического развития, ИГМР. ИКТ является величиной, производной от массы и высоты человека. Определяется как масса тела, деленная на квадрат роста. Далее мы рассчитали ИГМР, который позволяет определить конституцию ребенка. Расчеты показали, что из 120 учащихся 38 имеют избыточный вес, 58 недовес, а 23 нормальный. Далее мы провели анкетирование среди учащихся. Тут мы видим результаты анкетирования. Большинство опрошенных утверждают, что ЗОЖ – это занятие физической культурой, на состояние их здоровья влияет двигательная активность, а состояние своего здоровья они оценили как хорошее, но при этом число болящих намного превышает. Дальше я составила следующие рекомендации для учащихся. Первое – не иметь вредных привычек. Второе – заниматься спортом. Третье – употреблять больше жидкостей. Четвертое – больше гулять на свежем воздухе. И пятое – правильный режим сна и питания. Проведенный мониторинг физического развития учащихся доказал, что объективное отношение к своему здоровью способствует к его сохранению и укреплению. Спасибо за внимание.